Здорово. Здраво. Это по-эвенски означает «здравствуйте». Точь-точь звучит как якутское «здорово». Вероятно, происходит от русского «здравствуйте». Да. Так как вот эвены, как и народ Саха, проживают на территории Якутии и с давних времен соприкасается с русской культурой, с русским языком, то очень много перениманий от русской культуры, как у народа Саха, у эвенов много. Сегодня мы поговорим о эвенской кухне. Эвены, как кочевники, имеют очень такую простую, в том числе питательную, очень полезную, Также сытную еду. сытную еду, которая, в принципе, она очень во многом известна, но вот мы хотим более подробно о них сегодня рассказать. Сегодня у нас в гостях Рада Маушева. Выросла в эвенской среде, в Эвено-Бутантанском улусе. Родители у нее имеют свое родовое общинное хозяйство, разводят оленей. И вот, Рада, давайте ознакомим наших подписчиков с блюдами эвенской кухни. Хорошо, начинаем. Сушеное мясо, получается, при дальних поездках, во время переездов из другого стада в другое стадо, у нас очень часто сушат мясо горного барана, тем более она очень питательная и сытная. Она не портится, кстати, ее очень долго хранят, даже всю зиму используют и летнее время очень часто. То есть делают из сушеного оленевого мяса, да? Сейчас я принесла харчо из мяса горного барана, а также, кстати, у нас тоже из оленевого мяса тоже делают. Горного барана это чубуку, да? Чубуку, да. По-якутски. Ага. Чубуку является у нас животным, которое изображено на гербе улуса. Да, кстати, как раз. То есть очень почитаемое животное такое. Ваши мужчины в Эвено-Бутантанском улусе очень часто охотятся. У нас на самом деле вот есть ограничения, тем более, потому что это животное краснокнижное, во-первых. Эвенам дают специальный сертификат. Наверное, вы слышали. Их можно убивать только 2 раза в год. Так, следующее это мясо домашнего оленя. Здесь смесь мяса домашнего оленя и горного барана, а также вот рыба хариус, джарга. Джарга, да. Это как индигирка. Это соленая рыба, да? Да. Соленая. И замороженная. Рыболовством эвены занимаются издавна, да? Да, давно. Ну, так они, как, кстати, рыбачат, как якуты. Вот у них же как раз в летнее время же ставят рыболовные сети. Вот у нас то же самое. А ближе к осени тоже улов убирают. Угу. Они также ловят, используют морду или нет? Используют. Используют, да? А хариуса много? Хариуса много, да. Очень интересно. Рыбу они тоже сушат, наверное, да? Рыбу, да, кстати, как харчо тоже сушат. Его тоже, кстати, называют харчо. Сперва его вялят на солнце, потом уже обрабатывают через дым. А юкола это не эвенское название? Это юкола у нас нет. Это другое название? Это другое, эвенкийское. Эвенкийское. Ага. А насколько вот эвенское и эвенкийские языки, они похожи? Ну, начало похоже, окончания у нас разные. То есть они когда разговаривают, они могут их понимать, но все равно различия есть. Потому что это 2 совсем разных народа. Но вот схожесть в блюдах, там, в традициях есть? Есть, да. Есть. Ага. Вот мы знаем, что есть у них национальные праздники у эвенов, где вот пробуют национальные блюда свои, эвенские. И сколько раз в году это бывает, и как, насколько сейчас эвены любят, употребляют и вот знают свои национальные блюда. У нас, получается, национальные блюда сохранены до сегодняшнего дня. Они это готовят каждый день, можно сказать, даже каждая семья его употребляет, так как это все-таки наша основная пища.
из-за того, что мы живем на Крайнем Севере. А насчет национальных праздников, у нас 2 ежегодных праздников. Это слет оленеводов. Она проходит обычно в середине марта, под конец марта. И летом это Аяни Мялани, пробуждение природы. Это как сых. Вот я слышал, что олених их доят, да? Доят. И Да. насколько она дает много молока, и вообще есть ли блюдо из оленьего молока? Ну, оленье молоко из одного оленя это примерно половина чашки маленькой кружки, грубо говоря, да? У нас оленье молоко специально квашат, называется кебель, и готовят как кашу, потому что она у нас очень жирная. А вот видно, что специи вот Эвен используют мало, да? Специи у нас вообще не используют. Вообще издавна делали вот так. Когда варили суп, и жир всплывал, его замораживали и использовали как приправу. А есть ли у Эвенов мучные блюда? Мучные, да, катахаладжа. Вот это появилось у нас где-то в середине 20 века. То есть позднее, да? Да. Ага. А оладьи это такие же, как у нас, наверное, да? Примерно похоже, только оно намного пышнее. Ага. А если лепешки? Это как лепешка выглядит. Как лепешка, да, выглядит? Да. Интересно. Их делают, наверное, на сковороде? На костре? На костре, да? Да. На костре. Вот я знаю, что охотиться вообще в горах, наверное, очень трудно, да? На горных баранов. Ваши вот родичи, ваши вот, может быть, родители, да? Вообще они, как у них традиция с охотой? Если вот зверя убивают, например, то вот я слышал и вот читал, что есть такой обычай нимат. Да, она, кстати, до сих пор у нас сохранилась. Это когда первую добычу, в частности, она распространена именно на добычу на охоту горного барана. Вот если мужчина убивает горного барана, он обязательно должен преподнести в дар это мясо почитаемому человеку или раздарить соседям. То есть обязательно надо раздарить добычу, да? Да, вот первую добычу. Какие у вас обычаи есть, если убьют, например, медведя? Вот у нас, кстати, вот, если убьют медведя, когда кости хоронят, обязательно каркают. Почему-то так говорили. Это убил не я, тебя съела ворона, не я. Так и уходят. Ну, у якутов тоже похожие обычаи есть. Кажется, вот мы друг друга переняли вот этот обычай, получается. Или мы у вас переняли, или как. Вот это очень интересная тема. Есть вот какие научные работы про эвенскую пищу? Про эвенскую пищу написал как раз Кривошапкин и Гурвич. Так, в целом, именно культура эвенов-чукасиров не сильно так затронули и не изучали. Как эвены в Тантайском Улусе относятся к якутскому карасю? Вот я слышал, что на севере карасей не едят. У нас карась есть, кстати. Его завезли и, получается, выпустили на озеро. Их очень любят. Едят. Да, едят. То есть практически еда эвенов, она практически не изменилась до нашего времени? Да. То есть она как была, вот, например, 300 лет назад, да? Такой и осталось. Такой и осталось, да? Получается. Давайте вот сейчас попробуем. Давайте вот хариус. Блюдо. Ага. И вот харчо можно. Ага. Можно Давайте с этого. начнем с харчо. Вот так. Да, это это копченое мясо. вкус вот оленя, да? Это нет, горного барана. Горного барана, ага. Очень вкусно. Вот хариус. А если, мне вот один старик рассказывал, если много есть, то это опасно. Потому что оно внутри желудка как бы разбухает и может навредить желудку. Это миф или реальность? Это много есть, кстати, нельзя, потому что все-таки это сухое мясо, и тем более еще оно копченое. А копченое мясо, наверное, вы даже слышали, то, что оно даже вредное.
Ну, чтобы поддерживать силы, как раз ходит. Да, ну, это уже мясо домашнего оленя. Мгм. Оленина у нас очень в таком в ходу в Якутии. Считается, что оленина, она на первом месте по перевариванию, да, в желудке, Ну, оленина по еще, скорости. вот, так, оленину еще считают диетической, Мгм. потому что там намного больше белков. Вот. И противоаллергенные. Да, Мгм. кстати. Очень интересно. Ну, Это А тут смесь мяса и вот хариус. попробуем хариса. Ну, считается, что настоящая индигирка это как в шашлыке баранина, да? Она делается из хариуса. Да, Есть такое мнение. да. Кстати, это от нас, похоже, было распространено. Но такое, я об этом тоже слышала. Мне об этом тоже говорили. Мгм. Вы вот сами делаете эти блюда, да, получается? Да, мне с Орча помогли родственники, потому что мясо горного барана трудно достать. Вот. Ну и коптить тоже трудно, очень трудно. А срок хранения этого хрущева, это примерно какое время? 6 месяцев даже. 6, полгода целых, Да, да? полгода. Это очень хорошо. То есть она без холодильника там может, Да, получается, да? в сухом месте. В сухом месте. Ну вот, сегодня у нас вот такой краткий обзор эвенской кухни. Спасибо Раде Малышевой, то, что она занимается возрождением и вот укреплением, развитием, распространением, просвещением эвенской материальной культуры. В том числе она очень хорошая мастерица, сама шьет, и вот, участвует в культурных мероприятиях, у нее свой выиграла грант и реализует грант в фонде президентских грантов. И мы вот уверены и знаем, что вот это вот начало нашего сотрудничества. Мы будем сотрудничать и дальше, потому что номадическая культура, она очень интересная. Все культуры народов Якутии, они очень интересны. Вот вчера как раз прошел концерт имени Марии Жерницкой, которая занималась вот, фиксированием национальных танцев народов Якутии, в том числе и венской. Вот вчера танцевали венские танцы, танцоры театра танца имени Зверева. И это выглядело очень интересно. И вот Мария Жерницкая объехала почти весь север Якутии, и вот в том числе и встречалась с венами, и у них вот записывала все эти вот, их танцы. Так что вот мы думаем, что вот это наше освещение, оно вот этим не закончится. Будем освещать и дальше вот про народы Якутии, эвенков будем освещать и других народов, которые проживают в этом суровом, холодном крае. Спасибо. Спасибо.